Уважаемые украинцы и люди, которым не безразлично, что происходит в оккупированной путинской России, Украине и Чеченской Республике Ичкерия. Я обращаюсь к тем, которым не безразлична трагическая судьба и будущее наших народов. От наших сегодняшних действий зависит будущее украинцев, чеченцев и других народов. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает украинскую инициативу по признанию Украиной Чеченской Республики Ичкерия. Это шаг необходим в нашей общей борьбе, и это шаг к нашей общей победе. К сожалению, свобода Ичкерии тесно связана с событиями в России и вокруг нее, а также кто ею управляет. Беда наших народов в том, что мы оказались в соседстве с самым агрессивным и подлым врагом. Это путинская Россия, которую сегодня возглавляет маньяк Путин. Маньяк, который пришел к власти на крови чеченского народа. И сегодня он продолжает проливать кровь украинцев, чеченцев, ингушей, дагестанцев, бурятов, а также русских, чтобы удержаться у этой власти. Как мы знаем, вся история России – это агрессия и оккупация чужих территорий. Это кровь, страдания и убийства. Мы, чеченцы, находимся в состоянии войны и оккупации уже более 400 лет. Россия многократно терроризировала и насильственно депортировала чеченцев со своих родных земель. И нам всегда приходилось бороться в гордом одиночестве, без какой-либо поддержки извне, сражаться с огромной агрессивно-бандитской державой под названием Россия, превосходящую нас в людских ресурсах в 150 раз. Не говоря уже о сверхсовременном вооружении и снаряжении уголовно военизированных наемных армад Кремля. Мы, чеченцы, это обычный народ, правда, долгое время находящийся в необычной ситуации. Мы, как и другие народы, хотим освободиться от этого соседа, обрести свободу и обрести гарантии безопасности для нашего народа. Чеченский народ, определившись в 1991 году по сути и форме своей государственности, ведет борьбу за священное право на самоопределение, за международные гарантии безопасности. Мы хотим обезопасить свой народ от полного уничтожения. Мы объявили независимость в то время, когда Борис Ельцин произнес знаменитые слова «Берите столько суверенитета, сколько хотите». Провели выборы и начали строить свое независимое чеченское гособщество. После этого Россия сделала все, чтобы начать внутричеченскую войну. Когда им это не удалось, они обвинили чеченский народ в бандитизме и начали войну. В декабре 1994 года Ельцин начал крупномасштабную войну. Но мы смогли выстоять и победить в этой войне в августе 1996 года. России пришлось тогда признать свое поражение, но не смирились с этим, и они начали готовить новое вторжение. Мы провели свободные выборы в 1997 году, подписали с Россией соглашения, мирный договор и другие важные документы. Мне довелось быть на этих встречах, быть свидетелем всех этих процессов. В этих документах Россия подчеркивала, что отказывается навсегда от применения и угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов. Такого уровня договора не было в истории взаимоотношений Ичкерии и России. Сегодня в России хотят вспоминать, что в 1997 году глава России впервые признал наличие Ичкерии и поставил подпись под полным названием республики – Чеченская Республика Ичкерия. Это стало фактическим признанием ее со стороны Кремля как отдельного государства. Мы добились признания, что Россия вела войны на протяжении нескольких веков и того, что стороны намерены действовать на основе международного права. Так было в подписанных документах и было сказано президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Есть поздравительные письма от президента Российской Федерации Бориса Ельцина, глав республик и регионов России, где они поздравляют Аслана Масхадова с его избранием на выборах президента Чеченской Республики Ичкерия.
После этого ФСБ России взорвала дома в Российской Федерации и, обвинив в этом чеченцев, начала новую войну. Очередную войну против чеченцев с основной целью привести к власти никому неизвестную личность. Это был Путин. Война Путина была самой жестокой, и с такой формой жестокости наш народ не сталкивался никогда. В течение последних 2 войн российские оккупанты убили более 300 тысяч мирных жителей, которые были убиты в результате ударов авиации и артиллерии. Чеченцев убивали во время зачисток населенных пунктов, убивали в концлагерях, а теперь роль убийцы чеченского народа передана кремлевской марионетке Кадырову. Все эти преступления и убийства всех наших лидеров проходило в то время, когда они призывали Россию к миру, приостановлению войны, решению всех спорных вопросов за столом переговоров. Мы всегда выступали за мир. Хочу подчеркнуть, что избранный в 1997 году президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов был убит в то время, когда он приостановил все боевые действия в одностороннем порядке и призвал другую сторону к мирным переговорам. Я искренне верю в торжество разума и справедливости на этой земле, а также в конечную победу наших народов в войне, которую нам навязала Россия. Мы обязательно выстоим в этой схватке. Недалек тот светлый день, когда наши земли будут полностью очищены от полчищ российских оккупантов и их приспешников из числа местных национал-предателей. Это непременно произойдет. В этом плане ни у кого в мире не должно быть абсолютно никаких сомнений. Еще раз хочу поблагодарить украинцев, инициаторов идеи признания Украины независимости Чеченской республики Ичкерия. Это наше будущее, это то, что ждет многострадальный народ. Это шаг к нашей общей победе.